Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие и любимые зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. И сегодня мы с вами погадаем на события будущей недели. Давайте-ка посмотрим, что же поменяется для вас, что поменяется в целом, ну и что будет, чего вам ждать, к чему вам готовиться. Также, мои хорошие, всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете меня, быть со мной, за то, что доверяете моим предсказаниям, за вашу невероятную и теплую поддержку. Земной вам поклон. Итак, пожалуйста, загадывайте на себя, так и спросите, что ждет меня на будущей неделе, что для меня поменяется, что случится, что в жизнь ворвется. Не стесняйтесь, задавайте те вопросы, которые вас интересуют. И если высшие силы позволят и дадут ответ, я, конечно же, вам его озвучу. Итак, мои хорошие, я забыла зажечь свечу. Сейчас мы это все исправим. Без свечи тяжело, без свечи не видно. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. О, вы в окружении людей. Ой, будет весело. Будет очень интересно и будет весело. Вокруг вас прям толпятся люди. Это могут быть ваши коллеги. Это могут быть ваши друзья. И также это могут быть ваши родственники. Вы прям как возглавляете этих людей. Либо на вас все круги замыкаются. Вот не могут они без вас, нуждаются в вас, в ваших советах, в ваших подсказках. Ваше мнение для них важно. Да, всю неделю будет толпа, и вы в центре этой толпы. Растет ваш авторитет, значимость ваша повышается. И вам будет это очень приятно. В кои-то веки, да, вы прям чувствуете, что вы на своем месте. И эта неделя, она как зеркало, она все по своим местам расставит. Для всех тех, кого вы знаете, с кем вы взаимодействуете, тоже станет понятно, какую главную ключевую роль вы играете в жизни этих людей. И как с вами хорошо, но как же без вас плохо. Вот все раскроется, все станет понятно и для вас, и для них. Девушки, женщины, мои хорошенькие, для вас прекрасная новость. Я вижу вас с прекрасным, замечательным кавалером, джентльменом. Он вас будет чем-то угощать. У мужчины на вас глаз горит. Я бы даже больше сказала, но мы все-таки на ютубе, да, надо, конечно, соблюдать нормы приличия. Здесь мужчина просто костьми будет ложиться для того, чтобы вас влюбить в себя, чтобы вас соблазнить, чтобы вы ответили ему «да». Ой, такое красивое ухаживание, буквально вот каждый день будете с ним проводить, встречаться, куда-то ходить. А если у вас общение, допустим, в интернете, да, то вы часами будете сидеть по видеосвязи и общаться, ну, либо по телефону. Ой, мужчина такой хорошенький, и вы такая счастливая, у вас так глазки горят. Прям почувствуйте, как он к вам тянется, и почувствуйте, что вы наполняетесь. Очень хорошая энергетика идет. Особенно все, что связано с отношениями, с любовью. Прям, знаете, цветет и пахнет. Красота. Тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Так, тыква. Кто-то из плохих людей прям тыкву получает. Человек надеялся на корону, на подарок, на золото, бриллианты, ну, деньги на крайний случай. А ему прям, смотрите, тыква идет.
Ой, как же ваши недоброжелатели будут разочарованы. Прям будут скулить, выть, рвать на себе волосы. Как, знаете, еще судная неделя. Неделя, которая, ну вот, как я сказала, да, все по своим местам расставит и вот четко обозначит, кто молодец, а кто так себе, да, не очень, да, кто заслужил, а кто пошел на. Вот какой-то плохой человек прям огромную тыкву получает, и вот крики, ор, стон, как слезы вот эти горючие, колючие, горькие, да, вот прям даже жалко вам станет этого человека. Хотя вы понимаете, что это все справедливо, что человек получает по заслугам. Может быть, этот человек конкурировал с вами в любви, допустим, да. Вам он, смотрите, мужчина стелится перед вами, прям надышаться на вас не может. А этой другой женщине прям тыкву, да, как отказ. Вот тебе тыква, да, иди отсюда, каши себе сваришь. Может быть, на работе, да, вас будет начальник хвалить, вами восхищаться, ставить вас в пример, премию вам выпишет, либо повышение даст. А вашей злобной конкурентке прям как этот волчий билет, да, штраф, либо вообще скажет, иди пиши на увольнение. Ну, будет вам чему удивиться, будет чем восхититься. И, конечно, мне вот идет, что очень справедливая, очень четкая и справедливая неделька вас ждет. Так, кто у меня в семье? Семья такая вот классика: мама, папа, дети, еще и, например, родственники, там родители с вашей стороны, родители со стороны вашего супруга, ну, либо супруги, если смотрит меня мужчина. Вот кто в такой семье живет? У вас какой-то прям повод будет в семье, повод, когда все соберутся, повод, когда все примирятся, успокоятся. И вот разные поколения, вот я вижу, сидят за одним столом, тихо, мирно беседуют. Возможно, вы будете о чем-то договариваться, возможно, как семейное собрание, семейный совет, будете решать какие-то важные вопросы, которые касаются всех членов семьи. Возможно, повод — это что-то хорошее случилось, да, и все вот соберутся и порадуются, и друг другу порадуются из-за того, у кого что-то хорошее случилось. Прям тьфу-тьфу-тьфу, идиллия. Идеально, замечательно. Пусть так будет, пусть в каждой семье и по поводу, и без будут собираться разные поколения за одним общим столом и так замечательно, душевно проводить время. Дальше, мои хорошие, дорог у вас много, в разных местах успеете побывать. Дороги у вас и вправо уходят, и влево, и дороги вверх, и дороги даже вниз. То есть по знакомым тропкам пройдете, по новым дорожкам, да, новые маршруты освоите. И также, возможно, одним и тем же путем 2 раза воспользуетесь. Да? Вот как бы там в понедельник съездите, потом там через несколько дней еще раз съездите. Дорог очень много движения у вас вышло. Ну, такая интенсивная жизнь у вас, да? Есть куда поехать, есть нужда, есть необходимость, либо есть желание. Вот просто пройтись по магазинам, либо к кому-то в гости съездить. Погода хорошая, в парк поедем, почему бы и нет, да? Вот много у вас дорог повыходило, в разные стороны расходятся. Еще, мои хорошие, показывают семечко. Оно вам прям с неба упадет. Вот это вы удивитесь. Семечко — это, конечно, возможность. Семечко ведь можно посадить, оно ведь может прорасти. И из маленького семечка может вырасти огромное дерево. Ой, ну это что-то необычное. Возможность. Вам идет возможность, причем возможность, которую вам посылают сами небеса. Не какой-то там человек, а именно небеса говорят: вот, держи, расти, выращивай себе дерево, собирай свои плоды и будь счастлив.
Очень крутая возможность. Вы все разные. Я не могу сказать конкретно, чего это касается. Но эту возможность вы точно не пропустите. Она прям с неба падает. Вот прям на голову. Бац, и упала. И семечко в руках. Не думайте долго, пользуйтесь. Пользуйтесь. Ни в коем случае не откладывайте на завтра, на послезавтра. Вот как только упадет, сразу и воспользуйтесь. Это очень замечательно. Редко, когда небеса посылают такие крутые возможности. И смотрите, очень многое будет зависеть от вас. Как быстро вы посадите эту семечку, как часто будете поливать, да? Как вы ее будете оберегать, за ней ухаживать. То есть скорость исполнения, то есть того, как прорастет эта семечка, сугубо в ваших руках. Небеса дают возможность, а дальше дело техники – это ваша сторона. Не ленитесь. Не ленитесь, и я вам так скажу, каждый день такие возможности на голову не падают. Кому-то раз в год падает, кому-то и за 10 лет ни разу не упало. Поэтому лениться не надо, надо брать и реализовывать все эти возможности. Так, мужчину показывают, прям на птице летит. Такой дерзкий и красивый. Тут, скорее всего, либо вы мужчина, и вас по очень важному делу вызовут, и вы, конечно же, будете готовы, и свет в глазах, конечно, вас позвали, и это все очень важно. Либо вы жена, либо мама этого мужчины. Будете радоваться, что наконец-таки востребован ваш мужчина, что вот пригласили, может быть, на собеседование, либо конкретно на работу, либо, опять же, по какому-то очень важному и дельному вопросу. Ой, ну такой прям красавчик, и свет в глазах, прям невозможно не восхищаться. Хорошенький. Дальше какие-то слова вы услышите. Слова. Слова как ключи, слова как подсказка. Услышать вы их можете где угодно и от кого угодно. Поэтому будьте внимательны, да, и прям прислушивайтесь. Конечно, подслушивать это не культурно, неприлично, но в вашем случае можно и даже нужно. Важные слова как подсказка. Слов, кстати, немного, там от 3 до 5 слов. Но это как ключ, это как подсказка. Нужно быть повнимательней. Услышать вы можете от кого-то вот на улице, да, люди общаются. Вам кто-то может сказать, вот подойти и сказать. По телевизору, может быть, на том же Ютубе какое-то рандомное видео включите, а там раз и эти слова сказали. Да? Выпуски новостей могут сказать. Соседки могут на лавочке сидеть и эти слова говорить. Прям слушайте, важные слова. Возможно, вы эти слова давно искали. И, возможно, эти слова открывают вам дверь к той истине, которая была от вас скрыта. Опять же, все вы разные, у каждого отыграется по-своему. Но эти слова вам нужно услышать. Дальше. Показывает, что вы руками как какую-то огромную кучу разгребаете. Что за куча, не могу сказать, но прям руками вот так прям разгребаете в разные стороны. Докопаться до правды, докопаться до истины, либо разобраться с какой-то проблемой. Может быть, вас доведут. Вы психанете и скажете, ну все, с меня хватит, сейчас я узнаю правду. Либо с меня хватит, сейчас я приговорю эту проблему, да? Хватит меня раздражать. Вас прям не удержать. Здесь вот все люди, которые вас знают, либо станут очевидцами, случайными свидетелями, все будут в шоке от вашей решительности, от вашей экспрессии и от того, как вы дерзко и смело решаете проблемы, да, либо правду узнаете. Ну вот, что есть, то есть. У кого есть животные, мои дорогие любители животных? Может быть, у вас кошечка, может быть, собачка, может быть, у вас, я не знаю, змея, например. Да? Многие люди любят, содержат змей, ящерица, может, рыбки могут быть. Да? Ну, животный мир, он разнообразен.
И люди в наше время могут позволить себе любую экзотику, да, на любой вкус, цвет, на любую сумму. У кого есть домашнее животное? Я вижу, что ваше животное вас очень порадует, вот как смех идет, какое-то удивление. Может быть, вам даже удастся заснять на смартфон, да, какое-то поведение забавное. Да, смотрите, пусть у вас телефончик под рукой будет, и чтобы вы могли вот такой момент очень интересный запечатлеть. Как-то необычно себя будет вести животное, прям позабавит вас. Тут и восторг, тут и удивление. И такой контент можно и в ТикТок, и на YouTube, почему бы и нет. Может быть, даже это будет ваш старт, например, как блогера, как тиктокера, либо ютубера. Почему нет? Многие люди с этого начинали. Вот что-то интересное, что-то забавное. Прям животное очень развеселит, порадует, и вот как восхищаться будете. Дальше показан очень важный разговор, где вы с трудом, но верх возьмете. Я не могу сказать, что это будет выяснение отношений, я не могу сказать, что это будет спор, но это будет достаточно напряженный разговор, где вы будете отстаивать либо свою правоту, либо свою точку зрения, либо вы будете отстаивать свои права. Разговор неравный, потому что говорить будут мужчина и женщина. Вот. Напряженный, как я уже сказала, но вам нельзя отступать. Для вас момент, что вы отступаете, это как, знаете, себя сами вычеркиваете. Вот. Не отступайте. Поверьте, вам хватит аргументов. И я вижу, что вы можете добиться того, чего хотите. Причем добиться как раз и навсегда. Да? Потом уже никто не оспорит. И если этот мужчина с вами согласится, либо даст вам то, что вы желаете, уже назад никто не заберет. Не бойтесь. Не бойтесь. Стойте на своем и не сдавайтесь. Даже на миллиметр не отодвигайтесь. Это очень важно. Верьте в себя, у вас все получится. Большой молоток вам предлагать будут. Ну, молоток — это какая-то физическая работа, тяжелая, скорее всего, работа. И вам прям настойчиво этот молоточек, значит, на. Вы смотрите, думаете, зачем? Зачем мне молоток? Ну, тут очень похоже, что кто-то на вас свою работу захочет спихнуть. Ну, допустим, коллега на работе может попросить, чтобы вы подменили. А может быть, кто-то не вышел на работу, уже начальник просит, чтобы вы там неурочно задержались, да, либо, опять же, в свой выходной день вышли, подменили. Работа очень тяжелая. И, судя по этому молотку, физически тяжело придется. Вот. Лучше, конечно, отказаться. Причем отказывайтесь правильно, отказывайтесь аргументированно. То есть придумайте себе какую-то причину, да, чтобы ваш отказ не прозвучал грубо, и чтобы достаточно серьезная была причина, чтобы никто на вас не обиделся. Вот. В данном конкретном случае, конечно, я против, чтобы люди врали, но с другой стороны, а зачем вам идти, убиваться, да, физически себя изнемождать, и вам потом за это, допустим, не заплатят? Ну, хорошо, вы выручили коллегу, либо вы выручили начальника. А вам-то что с этого? Что вам? Вы пойдете там, убьетесь, может быть, так наработаетесь, что потом ни ручки, ни ножки слушаться не будут. Зачем вам это? Ну, сказали бы, что там сумма хорошая денег, либо там сразу по должности повысят. Нет. Здесь просто будут вручать этот молоток. Не-не-не, ни в коем случае не берите. Не берите, потом сами себя ругать будете, если возьмете. Тяжелая, неблагодарная работа. И вам она совсем не нужна. Никакой погоды вам эта работа не сделает. Кроме того, что сами себя истязать будете. Нет, не стоит оно того. Так, еще вижу двух женщин. Одна за другой подсматривает, подглядывает. С одной стороны, та, кто подглядывает, она признает таким поведением, она признает, что вы лучше.
Но с другой стороны, она ведь не просто так подглядывает. Она либо о вас информацию собирает, либо она вас копирует. Понимаете? Ну, такое двоякое у вас будет ощущение. Кто эта женщина вам, я не могу сказать. Но вы с удивлением заметите, что она за вами действительно подглядывает, подслеживает и даже что-то вот ваше себе берет, как в зеркало, да, отражение в зеркало идет. Так, какие-то горы, но они не для вас, а для другого человека. Кто-то столкнется с проблемами из тех людей, кого вы знаете. Может быть, человек попросит вас помочь, подсказать. Может быть, человек и сам виновник того, что забрел в эти горы. Может быть, вы раньше этого человека предупреждали и говорили, что так не делай, так не поступай, туда не ходи, иначе будут проблемы. А человек мог отмахиваться и говорить: да зачем ты меня воспитываешь? Я взрослая, я знаю, как правильно. Ну вот, пожалуйста, окажешься среди вот таких крутых гор. Ну, выбор сделан, да, событие уже случилось. Просто будете с сожалением, скорее всего, наблюдать и думать: глупенький, да, либо глупенькая. Но смотрите, не помогайте, иначе человек свой урок не усвоит. Это очень важно. Не надо помогать, не надо. Вот постарается, обойдет, перейдет эти горы, шишки набьет, ножки собьет, и вот на всю жизнь запомнит, кого нужно слушать, кому нужно прислушиваться и чье мнение вес имеет. Это, как, знаете, в науку этому человеку. Не хотел на словах понимать, а теперь почувствуй на пятой точке, как это все работает. Так, еще вижу, что вам хотят что-то отдать, либо передать, может быть, подарить. Что-то, кстати, очень симпатичное, интересное, может быть, даже дорогое. Но прежде чем этот подарок принимать, задайтесь вопросом, зачем человеку это надо, какая цель у человека. Ведь вещь-то хорошая, да? Может быть, человек что-то дурное задумал, а может быть, к вам подлизаться хочет, а может быть, наоборот, задобрить вас хочет. Да? Здесь как бы подарок со смыслом. Не просто так, не за красивые глаза, не потому что к вам хорошо относятся, а есть какой-то тайный смысл. Чтобы вы потом не стали заложником этого подарка, да, думайте наперед, с какой целью человек вам этот подарок дает. И еще, мои хорошие, какое-то письмо у вас вижу, документ, письмо, что-то к вам придет, либо наконец-таки до вас дойдет. Сказать, что вы обрадуетесь, ой, это ничего не сказать. Видно, так долго вы ждали, так давно это письмо к вам шло, что вы уже, наверное, и успели и позабыть, да, о нем. Но вот вижу, что в руках у вас будет, вы его получите, это письмо. Так, еще хочу вас предупредить, мужчины и женщины, на будущей неделе я вижу вас особо как-то привлекательными. Вы, может быть, из-за сезона, погода, да, будет позволять, вы как-то красиво одеты, элегантно одеты, выглядите хорошо, там, стрижечка, причесочка, да, макияж, мужчина приятно пахнет. Вы можете столкнуться с критикой, вас могут критиковать за макияж, за парфюм, за стильный образ, да, вот могут вас критиковать. И критиковать вас будут именно завистники. Вот именно завистники, те, кто вас уважает, хорошо к вам относится. Даже нейтральные люди по отношению к вам, все обязательно сделают вам комплименты. Так и скажут: о, ты хорошо выглядишь, от тебя приятно пахнет. А этот макияж идеально подчеркивает там цвет твоих глаз, да?
Вот. А завистники будут там придумывать, что тебе это не идет, такой запах противный, ой, что ты так накрасилась, как клоун, да, вот какие-то такие вещи пойдут. И вот четко все, кто завидует, прям подойдут и вас покритикуют. Вот это вы удивитесь. Действительно, будут такие неожиданные лица, вы аж ахнете, скажете, кто бы мог подумать, да, ты мне завидуешь. Да, все завистники будут критиковать. Так, и еще вижу, что вы как будто бы на дудочке играете, и какой-то человек прям танцевать начинает, знаете, вот как это тряпичная кукла. Под вашу дудочку кто-то будет плясать. И будет плясать с вот такой улыбкой широкой, да, на все зубы. Человеку прям приятно. Приятно то ли подчиняться вам, то ли делать по-вашему, то ли подыгрывать вам. В общем, такое неожиданное событие. Ну, может быть, человек просто понял, что вы во всем правы, и нужно с вами всегда соглашаться. Прям танцует. Будет выполнять вашу волю, причем с улыбкой на лице. Будь то ребенок, будь то взрослый человек, да? Будь то человек, с кем вы близко общаетесь, будь то человек, с кем вы особо и не общались, там, допустим, на протяжении жизни. Ну, прям пляшет под вашу дудку. Сказано, что будет плясать. Ну, главное, чтобы всем все нравилось, да? Это самое главное. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.